Немножко, ребята, я спотел. Очередная рыбалка сегодня у нас будет. Сегодня 9 апреля. 5 часов утра. Сейчас уже от села я пешком пришел по своей буранице. Несколько раз проваливался. Короче, наст есть, но уже чуть-чуть не крепкий наст. Даже бураница уже все растаяла, блин. Тяжело идти. И в следующий раз уже, если буду идти или ехать на буране, то уже будем идти на рыбалку, в общем, по льду. Вот смотри, в каком состоянии наша река. Прошло-то сколько? Пару дней, как мы были на последней рыбалке. Все уже снег растаяло, и через 2 дня, наверное, вообще будет лед как стекло. Невозможно будет ходить, потому что будет скользко. С одной стороны, очень даже удобно, когда снега нету, когда снегу на льду, а с другой стороны тоже, там уже вода. А с другой стороны, слишком скользко идет, тоже на ногах не будешь держаться. Вот так. Так. Вот я все время шел и думал, где остановиться, где рыбачить. Я хотел, как говорил в прошлый раз, где-то здесь пробовать. Но что-то меня почему-то туда тянет, повыше, на поворот. И думаю, наверное, туда я сегодня схожу. Если уж начали, давай поменяем место. Порыбачим на другом месте. Так. Вот это да, все растаяло. Весна нет, так быстро может все прийти, весенние дни, теплые дни. Но здесь, думаю, будет течение большое, и давайте сходим наверх повыше, на поворот. Попытаемся там. А если ничего не поймаем, по течению будем спускаться. А здесь уже мы рыбачили 3 дня. Рыба, как мы видели, здесь стоит. На последняя рыбалка что-то клёва мало вообще было. 10 штук поймали. 9 штук взяли, одного отпустили. Хотел сегодня также спуститься вон с той с горы, вот где вот дома, показать, оттуда поснимать. Речки там все. Хотел, где вот там баня, спуститься, там тропинка. Но я позвонил вот хозяевам этого дома, и там, говорят, тропинки сейчас нет. Но есть зимняя тропинка, она снег не держит, нас не держит, проваливаешься по пояс. И пришлось по своим тропинке через, по буранице пришел. Как-нибудь в другой раз, уже когда не будет снега, ничего, может, я еще поснимаю оттуда. Очень красивый вид. Речка и тайга, все очень хорошо, классно смотрится. Хорошо. И сегодня облачно, местами там, наверное, какие вот хмурые тучи ходят туда-сюда. Снегопад, может, или еще что. Видно, что сейчас не так тепло, не жарко, чуть прохладно, примерзло все ночью, а может и снег там. Скользко, ребят, скользко. Вот здесь у меня старая бураница, вот я ездил, видно, такая полоса идет. Вот это моя бураница. Вот так, оттуда спускались. И здесь тоже ездили, 2 следа. О, блин. В общем, да, я вот именно тут хотел порыбачить, но давай повыше поднимемся, там тоже хорошие места, и еще не рыбачил. Надо попробовать. В общем, нет. Это следы от викинга. Ямаха Викинг. Широкие следы.
широкий. Это сейчас уже недавно он ездил тут, видимо, кто-то. И когда вот по буранице, вот если советские бураны ездили там, обычные бураны, на викинга уже не списываешься, не списываешься, они широкие, лыжи торчат, вообще неудобный буран. Но если по таким дорогам, по льду, по тундре бегать, а чтоб по тайге и по готовой буранице, и вот сейчас тоже вот иномарки ездят по готовой буранице, вообще копаются там, у них гусеница узкая, и снег рыхлый, тает все, они проезжают, там такие ямы после них, канал остается, тоже вот знакомые, советуемся, говорим, все равно, кто ездит на рыбалку, лучше советского бурана, я думаю, ничего нету. Дошел до места рыбалки, там, смотрите, три лунки, там прикормка. И помните, он там шалаш, я рыбачил возле шалаша, а тут рыбак, вон шалаш, и там место рыбалки. А тут рыбак с собакой сидел. Где-то он тут и сидел, видимо. Ну да, он где-то 200 метров не ближе. И тут еще лунки. Как скользко тут. И тут еще льды. Здесь старые, не старые. Замерзла лунка. Но это вообще свежее. Наверное, вот тут он и сидел. Где-то 15 метров от этих, как сказать, от берега. Так, а мы еще выше поднимемся за поворот. 15 минут уже сижу. Пробная лунка тут у меня. Пробурился, и оказалось не глубоко вообще. Подо льдом где-то, наверное, сантиметров 40 только воды. Конечно, мы рыбачили чуть ниже. С Никитой несколько раз приезжали на рыбалку. Но я встал почему-то повыше, и вообще 15 минут и тишина. Вообще поклевок нету. А в задумках у меня сходить еще вон до туда. Вот где вот палец показывает. Вот. Там еще какая-то штучка есть, я не знаю. Ветель у кого-то. Вот до туда сходить, там еще попробовать. Если там не клюнет, наверх, там вчера уже рыбачили с Алексеевска приходили. Не знаю, может обратно уже буду спускаться и пробовать еще в нескольких местах. И бесполезно сидеть, лучше надо найти рыбу, чем терять время на одной лунке сидеть там уже. Если 15 минут и без поклевок, это уже все. Надо менять место. Уже пробую рыбачить на 3-м месте. Это 3-е место, где я уже пробурил лунки. Там я снимал ниже снимал там, еще не поймали, потом выше на 150 метров поднялся. Там еще пробурился, нифига. И здесь пробурился. Здесь, оказывается, также не глубоко и течение. Хотелось мне попробовать это место. Вот здесь как будто уже конец песка. И здесь трава начинается. А там я пробурился тоже очень мелко, оказывается. А чуть выше уже там подъем поворот. Но туда не хочется уже идти. Хочется здесь порыбачить, попробовать. Сейчас посижу минут 15. Если что, я уже обратно буду спускаться. Хотя места здесь, бери не хочу. Только бури, рыбачь. Здесь по берегу, весь берег в траве. Здесь и щука должна быть, и глубина. Он возле тех кустов. Очень глубоко даже. Не знаю. Где сейчас искать рыбу? С этой стороны вообще мелко. Здесь на моторке даже трудно ехать, но ельцы обычно держатся возле песка. И, не скажу, что на глубоком месте. Поэтому и там не хочется пробовать. Но если только там эти плотвы, может, попадет или фиг знает. Что-то у меня сегодня опять вторая рыбалка уже не ахти.
Ну, наверное, сейчас здесь посижу и на старое место спущусь, где вот возле шалаша рыбачили. Если там поймаем, поймаем. Если нет, так. Нет. А до Адъевома принципиально не хочется уже подниматься. Хотя осталось тут уже 250-300 метров. Не знаю, что делать, блин. Вчера еще там рыбачили. И может сегодня еще придут. Так, я не знаю, что делать. Время потеряли кучу. Очень много времени потеряли с этими поисками. Новые места пробуем и что-то... Так как его шатается от течения. Подождем сейчас, может, ну, с глубины на мелководье поднимется рыба. Прикормил сейчас вот там. Ну, удержался, ребят. До Адъевома уже я поднялся. Как и говорил вчера, тут рыбачили. Тут готовые лунки. Вон, 4 лунки посверлили. Но я знаю, что вчера тут рыбаки были с Алексеевки. Пока я там бурился, здесь удочку закинул. Думаю, пока я работаю следобуром, кто-нибудь клюнет, а молчит. Удочка молчит. И халявить не будем. Это не наши лунки. Мы сами пробурили там ниже, посидим. А дальше уже, сейчас уже точно никуда не пойду дальше, выше. Здесь уже Адъевом. Но вот наше место, первоначально, когда на Буране тоже сюда ездил, очень хороший клев был на этом месте. Я еще то эти веточки в лунку ставил, ну, отметил, где я рыбачил. Чуть пониже, на солнышко будем сидеть там. Вот как. Вот это денек. Сегодня что-то у меня вообще без клёвья. И верба. Вот сегодня уже вон как. Верба уже опухла все. Почки. А когда вот день, вербный день был, вербы не мог никак найти. А вот тут, смотрите, на солнышко уже все, время пришло. Время пришло для вербы. Так вот. Ну что, пойдем на свое место. Вдруг рыбаки придут. В чужом месте не будем сидеть. Не в наших правилах. Так, ну тут не глубоко тоже. Где-то со льдом, наверное, где-то метр 50 будет со льдом вместе. О, блин, ярко светит солнце сегодня тоже. Так, а тут... Ну тут тоже самое, одинаковая глубина. Все отлично, прям как по заказу. Ладно, подождем. Подождем, посидим. Это уже сегодня 4-е место, где я пробую рыбачить. Видели, как бывает, как хариуса ищу сегодня рыбу. Хариуса то же самое. Ходишь, блин, целый день. Хариуса тоже ищешь, лунки пробуриваешь ручным ледобуром и за целый день так, как собака устаешь, блин. Вообще жестко устаешь, когда рыбачишь на хариуса. И сегодня тоже вот как. Надо искать обычного ельца. И никак найти не могу. Хотя здесь я 100% уверен, что рыба здесь есть. И сегодня давление тоже высокое, может это влияет. Вчера было ниже. Завтра опять уже дождь со снегом. И давление уже понижается. Фиг знает, что влияет. Ну, ждем, сидим, ждем, в общем. Ребята, мы с уловом сегодня. Ох, смотрите, что я поймал, кого я поймал. Вот это да, видели как? Какая рыбалка может быть. О, микроскопический ёрш, который делает 40 ведер ухи. Вон красавчик. Видели какой? Вот так
Вот это настоящий ёрш. Ёрш. Это настоящий ёрш, который водится в наших реках. Микроскопический. Сейчас отпущу. Отпущу на этом, где прикормка. Вот так пускай идет. Сейчас. А, вон он. Сейчас покажу, сейчас еще. Че он мне плюет-то? Ага. Ушла. Не знаю, куда идти, куда плыть-то есть. Вот это сюрприз. Без поклевки, ребята. Сейчас резко потянула удочку, чуть не ушла удочка. Думал, какой-то большая рыба, она оказывается, крупный елец. Это уже считается крупным. О, смотрите как. Крупный елец. Пока одна штука попалась. Камера у меня была выключена. И редкие поклевки, как сказать, после ерша вот это первая поклевка. Это считается редкие, ни холостых, ничего не бывает, нету сегодня. Вот сейчас один елец подошел, вот взял, пока вторую лунку не пробурил. Но наверное, если одна еще попадется, я еще просверлю вторую лунку, и чтобы уже мормышку еще поставить. Может и удастся что-нибудь поймать. Но этот крупный елец. Крепкий. Угу. Видели, как и опять тишина. А если они стайкой, они не сразу моментально. Вторая, третья поклевка. А пока сейчас... ждем. Ровно 27 минут прошло до очередной поклевки. Поймал второго ельца. Вот первый елец и вон второй, не крупный. Вообще один подход был на донку. И через минут, я не знаю сколько прошло, подошел вот сюда. И я поиграл и обратно поставил удочку, думаю, пусть стоит. И вот поклевка. Очень осторожно так поклевала и поймал рыбу. Вообще сегодня клёва нету. Вообще. Бесклёвье какое-то. Сижу вот и думаю уже обратно идти или я не знаю, что делать. Но толку от этой рыбалки сегодня я как-то и не вижу. Потому что думаю, такая рыбалка и будет целый день. Может какое-то время и поклюет, но когда это время будет. Решил поменять место. В общем, выбираем все это дело. 2 рыбы отсюда поймали. И обильно уже прикормил там. Кормушку, крышку отпустил там. Прикормка там идет с банки без крышки. Вон как. Все, прикормка и даже это не помогает. В общем, вещи все собираем. Бесполезно сидеть, ребята, сегодня. Бесполезно. Сейчас пойду к шалашу. Обратно буду спускаться уже. Возле шалаша там еще попробуем. Если не клюнет, так... все, значит. Не наш день. Все потом. Рыбаки тоже не пришли сегодня. Тишина кругом. Только птицы поют и все. Лес тоже штиль. Полный штиль сегодня. Яркое солнце светит и полный штиль. Вон лес как... зеленый, темно-зеленый цвет такой приятный. Да, и вербы. Опухшие вербы. Там тоже кустики. Вот какие они красивые сейчас. Вот они. Вот это уже сейчас время собирать. Все. Верба уже у нас была. Вон какие вербы. Красивые. Опухшие вон как. Прям красота. Как же здорово. Вот так. Вот мой бардак там. Все раскидано, разбросано все.
Ничего не оставили. Собрали все вещи. Короче, двинули обратно к шалашу. Подходим к своему месту. Вон наша палка торчит, штатив подводный. Вот так. Все, это 5-е место, где сегодня мы пробуем рыбачить. И думаю, это последнее на сегодняшний день. Что-то ходили, пробовали в разных местах. Ну, вот 3 лунки и там еще 2. Все, здесь еще попробуем. Вот видели, как камера опять уже цвет другой. Я не знаю почему, от чего. От яркого солнца, может. Все меняется как-то, резкость. Пасмурные дни вообще проблем никаких нету. А вот яркие солнечные дни вот что-то то нормально снимает, то яркость меняется. В общем, цвет. Все в другом цвете я сейчас вижу. И небо голубее, и как его, деревья зеленее. Все по-разному. Короче, пробуем рыбачить. Так, вон сюда замерзли. Сейчас замерзла, но это ничего. Пробуем. Вон сантиметр. Где-то, наверное, сантиметр только примерзла и все. Вот так. Вот тут 2 удочки поставлю пониже. Вот здесь прикормку. Так, это палка здесь будет. Уже знак на следующий раз, где наши готовые лунки. Полный штиль, ребята. Ни одной поклевки. Хоть рабочая, хоть не рабочая лунка. Не хочет сегодня брать. Надо посмотреть домой. Как обратно пойду. Надо посмотреть, какое давление сегодня. И приметить, что в следующий раз уже в такую погоду, с таким давлением уже никуда. А так тепло. Мне просто отлично, хорошо сейчас. На природе человек всегда чувствует себя свободным. Это и есть свобода. Вот поклевка. Первая поклевка. И тоже уже прилично подождали. Подходила и что-то не понравилось, сразу ушла. Что-то куда-то отошла сразу. Может, за повара сразу поднялся. Там прикормка хорошо идет. Что им не нравится сегодня. Вот не хочет клевать и все. Ну так, посижу еще чуток. Подумаю о своем что-то. Сейчас техосмотры, там еще какие-то проблемы всякие. Каждый раз какие-то проблемы. Сейчас 2 машины надо на техосмотр везти. Ну, как съездим вообще. Всегда какие-то проблемы у человека. Вроде решаешь одно, а там уже опять другие. И вот как только свободное время получается, я сразу в лес, в тайгу или на рыбалку. По утрам сейчас вот рано встаю. Сегодня в 4 часа встал. В 4 часа встал и оделся и пошел. Ну,
до 9, скажем, порыбачить и обратно уже бегом домой. Рыбаки, наверное, чувствуют. Что-то второй раз уже вот прихожу, никого рыбаков нету, и также клёва нету. А вчера, кому я не позвонил, там все, у одного 40 с лишним штук поймал, второму 80 штук ельцов, третий 30 штук. Все с рыбой вчера уходили с речки. А сегодня и рыбаков нету, и клёва нету. С чем связано это, не знаю. Вчера Пасха была. Пасха. И ветреная погода такая. Ну, вообще дождь был. Дождь был вчера. Сегодня опять вот заморозки с утра. А вчера дождь такой был. Сырая погода, и ночью заморозка даже не было. Как будто вот подход так тыкнет. И вообще не подходит. Вообще. Да. Сегодня, ребята, у нас получился рыбалка кык-мык. 2 штуки, 2 мыка, 2 ельца. И назову, наверное, этот фильм Кык-мык. Рыбалка Кык-мык. Больше не получается. Хотя здесь классное место. Надо коврик. В следующий раз коврик. Сейчас уже лед такой синий, замерзший, воды нету. Коврик постелил, и с удовольствием можно рыбачить. Вон поклевка на донку. На камеру даже, наверное, незаметно, как это клюет. А, блин. Видели? Такой тычок, такой микро поклевки. Ужас. Ну, поклевка. О, есть. Опа. Опа. Вот так. Дождались. Елец. Елец попался. Думал, уже без рыбы будем возвращаться. Третья штука. Третий елец. Сперва на донку подходил, потом сюда, потом туда-сюда бегал там. Ну, и опять поклевка. Поклевочка. Донку дернул. Дернул и сразу отошел. И здесь подход такой. Блин, что там? Угу, и донка сработала. Елец. Туда-сюда ходит. Может и не один, может несколько штук тут их. Опять клюет у меня, ребят. Опять клюет. Ну да. Рыба подошла, потихоньку нам подходит. Ну как ударчик, блин, есть. Тот же косяк не крупнее, но этот такой
так сопротивлялся. Я думал чуть покрупнее, а оказывается такой уже средненький. Клевка. Мелочь тоже не крупная. О, наелась, блин. Чуть не ушла рыбина. Так. Разбрасываться не будем. Все в копилку сегодня. Все в копилку. Выбора пока нету. Да и не такая мелкая. Самый смак средний. Средний размер. Ага, на игру подошел. Здесь тоже есть. Первая рыба на игру. Неожиданно. Неохотно не берут на игру. Ельцы, блин. Ну-ка еще попробуем. Там поклевочка. Есть. Стандарт. Все одинаковые. Есть ударчики, есть. Есть. И тут поклевка. Есть уже. Это уже вот крупный. Тоже крупная елец. И половники вот это уже, ну, не красный, но уже цвет такой. Это уже весенний елец. Ручейный, который на ручьи поднимается. Поклевка. Меняю опарыш, блин. Как и ушла. Даже видел я его, рыбу. Есть. Барабанчик тоже. Уже успел чай попить. Пока дернул этого ельца. Да. Неактивная рыба. Палатка жарко. Ух. Так, ребята. Похоже, рыбалку будем заканчивать. Вообще перестала брать. Еще холостые 2 поклевки было, наверное, как помню, и все уже запутался временем и с поклевками. Вообще ни хрена не клюет. Уже поменял донку на другую мормышку. Думал, что на мормышку лучше будет брать. На донку вообще перестала. И ничего не поменялось. Одна и та же картина. Вообще кивки неподвижные стоят и все. Какое-то вот один час, наверное, где-то вот поклевки, ну, промежутки минут 10 такие были. И вот надо удалось поймать. Так, раз, два, вот этот крупный. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук тут, 11 яйцов. И еще наверху там возле объема там еще
2 штуки. Вот и вся рыбалка, короче, не берет. 13 душ поймали. И не такие крупные, как прошлые рыбалки там попадались. Очень тепло, очень тепло. Хорошо так-то, в принципе, сидеть сейчас. Весной в палатке еще. Вообще классно. Жалко, что вот рыбалка такая. На следующую рыбалку, наверное, дождусь чтобы до того дня, чтобы день был облачным и давление пониже было. Попробую в тот день еще порыбачить. В общем, опять мне звонят по телефону. Слышу, подтягиваются рыбаки. Два пенсионера. И там на повороте еще два рыбака, там чуть ниже. По пути, может, поснимаю. Сейчас хорошо ходить по льду. Вот. Проснулись рыбаки. Начали подтягиваться. Я уже все убрал. Рыбу собрал. Все уже в кульке. Небольшой кулек получается, но что поделаешь. Такая рыбалка. Локтатча локмыша танышеде. Давай, иди, здесь клюет. Мыла. Там всю рыбу я уже изловил, там словил. Там снизу еще рыбаки сидят на повороте. Ну вы знаете, бывалые рыбаки, знаете, где рыба. Tane menam gotovej rúžia si semný. To. Tan me čeri se kvílin. Dasku jim čeri. Ha. Alti vugrašin nedin da. Kümün kalır ki men ki. Ta kušne kaloši da piškeda. Gördünüz bir Tad malan što da var. Ne tam piške činem pošanem. Kiskur yantaroj vugrašin edlikane. Mi kamesa var. Tabii günde ki. Geçti ne söylerler. Sergey otmazsana. Götürüz ki. Ha, götürüskan. Evet. Talon da, javno njas javno. Вообще. Потому что мелок. Açtı bir. А конne ящики надо. А мы турбости ящики чекали. А так я ранкуски. Ну да. Глубина куда бандали? Tane 1,50 m na jina stavna. Fiš duže de sabo. Tak. Sen çok da me tane vugraşı, taten vugraşalı. Kuklane vugraşlı. Tatış zevgürüşçeri şedlaşısın. Он удивительно уже. То это сказать, что это нет.
чуть-чуть, нujik bitti, давай. Або. Или тади пішки дати, yani. 이렇게 볼때 그만 할게. Та ще ми пішки да. Сейчас. О, камера на скок не жив. Да. Ти зарядка з колежи. не вытягнем. Вот, давай, давай. Это для куища. Мы едем на Вердан. Там заводская. А, ты над пая. Ну я. Судя. Ты под пая, судя. Ой, вот это. Вот это. Он уезжает. Дальше мечки. Семечки. Прикормка. Семечки, а мыен. Манка. А манка. А дуки. А запах-то ебит, твою мать. Та соты? Да. Ничего, нормально. А запашок-то вообще класс. Угу. Сейчас будем учиться у профессионалов. Первый сокола дернет, не? Ледян первый еще дернет, а сейчас мыться уже. Не, не, Во, судись. Или то он мой какар. Нахвай дукса еще. только не здесь так надо. Donnanvet miket csak. А мой джиктата не ты надешь. Кушемечки Most манка. megy pözső? Пожин или мой? Pözső, talán pözső. Pözső csocsis. А, но жаритын. Да, кöntös hülyen. Жареные семечки с манкой. Köntös hülyen. А, еще растительное масло. Да, да, да. Советской. Я и какой-то специфический запах такой идет. А гожем наш. О, балдеж. Вот это да. Вот это уже прикормка, Да. действительно. Гожем наш панкот. Но, Пусть и вот я мик пластинкой микетле. Фидеретле. яйцо с мукой еще. Нормально. Не, этот запах мне понравилось вообще. Хороший запах. Вкусный. Микет где маш. Пшено. Нам нам вот пшено. Ладно, замена пришла. Я сейчас буду собираться, буду уходить. А пенсионеры будут рыбачить. Так что сидите до вечера и посидите, может. Мэй. Hogy nadal víz. Ты на Василий купим мойке снасти, я сам куищан. Классической. А, ну то я уже снимал такие. Такие удочку у тебя я уже снимал, как-то раз. В прошлом году, наверное. Это я уже. Муравей тоже. Какая снял. Когда с удочка-то? С поплавком. Поплавок валяватись. Взяться груз. А, не то на мийке. Мием, блин. Бугорис, крючок. Это я. Гуляйте. Ну, понимаете. На коркотанце вочли лыжана. Каждый год под камеру вы попадаете. В прошлом году вас тоже я снимал. Так что... Абуны выезд. Моя палатка. Боу, ясно? Боу. Боу рыбаки, да. Ну, ничего. Вот какие удочки раньше делали. А, лячи двочин? Самодельные, оказывается. Так кажется. Но без рыбы не уйдете, здесь рыба есть. Я выше поднимался сегодня там без клёва, а тут всяко поймаете на жаркое. Почему? Юкужас. Юкужас. Да. Мыля. Бурадис. Даже так.
десь мучив. Kada? Течение? 3 дней. Abu yana meikä. Kus? Если... тапсакуска? Супер. Там не должен. Одна вешка осталась, палка, все. Все вещи собрал, уже ухожу домой. Тучи надвигаются, немножко облачно становится. Ладно, minä aina litsaa tässä. Peter Pavlovich tienle. Не привыкать к Не привыкать не, да. На. Главное выиграть слово. Хоть бас. Сейчас становится. Как поведет. Ладно, minä aina oktat buranitsa дискадлетча. No lediš? Бывает. Первый лед до мыка варья голы. Мы лед я глота. И ватты. И так бы се ёр сейчас. Ну ладно, я короче, муны горте. Рыбака еще сидят. На середине реки встали возле берега. Сейчас подойду к ним. Если согласятся, буду снимать. Если нет, так все. Съемка заканчиваем. Съемку. Уже еще кричат. Не надо, говорит, снимать. Короче, до съемки подойду. Насильно никого не стал снимать. Не захотели под камеру комментарии давать. Хотя рыбачат уже здесь несколько дней. И там рыбаки тоже. Сегодня были мы не одни. Короче, пробуем обратно по буранице идти. Добавить вроде, ребята, больше и нечего. Вот такая рыбалка получилась. Поймали 13 яйцов средних размеров, один крупный только попался еще. Были сегодня на льду также рыбаки, рыбачат. Вот тем, которые не захотели сниматься, они в течение часа поймали 2 штуки яйцов. А хотя, как они говорили, вчера хороший клев был. Не знаю, что влияет на клев. Может погода, а может еще какие-то. Я не знаю, что. Я, короче, рыбачил на опарыш. Деды рыбачат там на червя. Те, кто снизу, наверное, тоже на опарыш. Может на мотыля или... Я сегодня на мелководье пробовал рыбачить. Под льдом не глубоко было, где-то максимум метр, наверное. В 5 местах рыбачил. Может и наоборот, надо сегодня рыбачить на глубине, пробовать. Я им подсказал, что на мелководье не клюет. И хотят они попробовать на глубине еще рыбачить. Может и день такой будет, что вообще клева не будет. Бураница пока держит. Бураница держит, и если возле пилорама на пустыре не будем проваливаться, по-быстрому надо спуститься домой. А как говорили, вчера, говорит, мы шли, вот здесь я провалился, когда поднимался. И вчера они тоже по речке спускались после обеда, а там уже вообще, вот за ночь где-то сантиметра 2, наверное, лед. Лед получается, ночной лед. А днем этот лед тает, и там уже где-то сантиметров 30 вода на льду. Хреново ходить вообще. Бездорожье. Ни пешком, ни на лошади. Сейчас никуда не выедешь. Снег глубокий, дальней дороги
никак не получится поехать. Вот так. Осталось чуть-чуть. Провалился, прошел, но очень много проваливался, но пришел на основную бураницу здесь. И после меня уже кто-то поднялся, видимо, на рыбалку, на буране, вот следы. Пошел немножко снег, снежок такой идет, ветер поднимается, тучи, и, наверное, снегопад небольшой будет. В общем, ребята, всем пока. До новых встреч на Продёвком. Кто не подписан, подписывайтесь. Погода что-то вообще меняется. Ясно, погода была. Вон там вообще сейчас покажу, какая туча. Сейчас солнца вообще не будет скоро. Вон смотрите, какой снегопад там. Вообще ужасный снегопад. Туча такая идет. И там с левой стороны, со стороны Сыктывкара там.